Именно с этих слов начнется масштабное спортивное событие, которое состоится этим летом в Якутске. 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу. Еще 20 лет назад мы и подумать не могли, что наш национальный вид спорта выйдет за пределы республики и завоюет мировое призвание. А уже сейчас в Федерации масс-рестлинга есть в десятках стран, а лучшие спортсмены выявляются на чемпионатах мира. Совсем скоро на якутский помост выйдут более 200 маджингы из 47 стран мира. Основной костяк сборной России традиционно состоит из якутских спортсменов. Команда в данный момент проходит завершающий этап подготовки. 14 весовых категорий вообще. Из 14 весовых категорий в 11 будут выступать якутские спортсмены. И в 3 весовых категориях будут участвовать спортсмены Центральной России. Еще плюс 1 спортсменка будет участвовать на абсолютном чемпионате. Право оспаривать медали чемпионата мира получают сильнейшие спортсмены, которые прошли отборочные состязания и длительный тренировочный лагерь. Естественно, практически у всех участников грядущего турнира богатый послужной список. 3-й чемпионат мира проводился у нас в Якутии. Я там выступала в категорию 55. Заняла 1-е место. Основная соперница у меня из Венгрии и из Киргизии. Подготовка проходит хорошо, все идет по плану, условия очень хорошие. Плюс помогает очень дружеская атмосфера в сборной. В распоряжении наших спортсменов имеется инновационный станок-тренажер, который создан в Якутске специально для тренировок по этому виду спорта. Спортсмен садится, упираясь ступнями в доску упора платформы, хватается за поперечную ручку и начинает выполнять тренировочные движения, вытягивая ручку тренажера в разные стороны. При этом нагрузку создает пружиненная тяга. На этом тренажере спортсмен может заниматься как один, так и с тренером для создания дополнительной нагрузки. Мария Кардашевская, Джулус Иннокентьев, Якутск.